Здравствуйте. Вопрос есть у вас, коллеги? Кыдыршай саламатсыздарбы? Эми ушул бүгүнкү азыркы жумушчу жолугушууңуздардагы жыйынтыкта мындай кандай сөздөр болду? Ошол боюнча сначала на таджикско-киргизскую границу. Имеются погибшие и раненые. Это результат того, что проблемы государственной границы между двумя государствами не решены. Эти конфликты всегда происходят по поводу. Надо устранить основные причины. Надо исходить не из явления, надо исходить из сущности. По сущностным вопросам надо принимать окончательные решения. Когда мы говорим о сущности, мы имеем в виду закономерности. Мы говорим о правовых актах, которые мы должны обязательно руководствоваться. И эти правовые акты должны быть решены на основе взаимного согласия, на основе волеизъявления. Мы исходим из положения, что в протоколе и основополагающие документы 1924-1927 года, мы исходим из паритетной комиссии 1989 года, мы исходим из подписанных протоколов между комиссиями, которые они тоже являются в форме волеизъявления наших правительств, отражающие интересы наших народов. Надо эти протоколы очень строго соблюдать. Отход от правовых актов, отход от подписанных протоколов приводит именно к конфликтам. Сегодня состоялся переговоры между мною и уважаемым Тащием Капчевиком Кадыршаевичем, председателем Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской республики, зампремьер-министром Кыргызской республики. Очень обстоятельный разговор. Мы практически обсудили все вопросы, касающиеся сущности вопросов. Мы договорились о том, что во время переговоров надо иметь в виду основополагающие документы, которые подписаны в историческом плане и в результате работы наших паритетных комиссий. Мы согласились в том, что требования протоколов должны быть неукоснительно решены и должны быть реализованы. В частности, мы говорили о протоколе номер 39 от 1 мая 2020 года. Это очень важнейший протокол, как и другие протоколы. Мы обусловились тем, что мы ровно через 8 дней приступаем к реализации именно этого протокола. Повторяю, протокол номер 39 от 1 мая 2022 года. И будем работать исключительно по подписанным пунктам этого протокола, который раньше был оглашен, этот протокол, и повторять не будем. И мы исходили из того, что ровно через 8 дней будет работать паритетные комиссии по топографическим, по правовым вопросам. И эта работа будет непрерывно вестись для решения всех вопросов, касающихся проблем делимитации, демаркации государственной границы. И мы будем в ближайшее время встретиться и обсудить вопросы именно этой комиссии. Мы во время переговоров решили, что имеем возможность все предпосылки реализовать волю двух народов, двух государств, что все вопросы должны решать именно нашими сторонами, на двусторонней основе, строго по
на правовое поле и в интересах двух народов. Я в этом отношении мы не подписали какой-нибудь официальный документ в виде протокола, но есть вещи дороже, чем протокол. Мы дали слово, пожимали друг другу руку, что будем реализовать именно то, о чем мы договорились, о чем мы обсудили между двумя председателями комиссии по делимитации, демаркации государственных границ. Эти вопросы будут непременно отражать интересы наших двух братских народов. Спасибо. Спасибо вам. Один вопрос. Человек слова – это очень хорошее качество человека. Иногда с вашей стороны провокационные действия мы заметим. Когда договориться, иногда некоторые действия насчет этого с вашей стороны и какие меры будете пользоваться? По вопросу провокационных действий, мы тоже этот вопрос обсудили. Вы можете 1000 примеров привести. Я могу тоже сами 1000 примеров привести. Именно они являются поводами для того, чтобы пойти на конфликт или решить какие-то вопросы бытового отношения. Мы убеждены, что надо вопрос решать по существу, по правому поле, о чем я уже заявлял. Я убежден, когда вопросы будут решать исключительно правовое поле, на основе нормативных документов, не будет никаких поводов. Надо устранить причины, чтобы не оставить повода для провокации. Спасибо. Спасибо. Тогда я пару слов скажу, да? С вашего позволения. Уважаемые друзья, уважаемый Самвел Сатарович сказал очень правильно. Тем заявлением, которое он в данный момент выступил, я тоже присоединяюсь. При этом я хотел бы еще раз добавить о том, что в данный момент сегодня, 29 января, 11 часов до почти 2 часов проведена рабочая встреча между нами, уважаемым Самвелом Сатаровичем, и были приняты самая главная задача в том, что принято решение о возобновлении работы межправкомиссии по делимитации и демаркации, так как работа данной комиссии была приостановлена месяца 2 назад. Теперь мы решили, что работа данной комиссии будет проводиться интенсивно, постоянно и, естественно, на основе тех протоколов, тех законов, тех интересов наших государств. Поэтому я считаю, что даже если мы сегодня не подписывали никакие-нибудь бумаги, документы, но наши слова, наши рукопожатия будут исполняться. Спасибо. Еще подтверждение того, что мы подписали вот такое его величество слова. Спасибо огромное. Спасибо. Если я грубо вопрос задавала, я извиняюсь. Просто нам нужна дружба. Ничего. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Рахман, спасибо. Спасибо всем. Рахмат, у нас такая встреча очень емкая, рабочая, но результативная встреча. При этом я еще раз Ничего другого. Это то, что мы делали, это повод к большой такой Спасибо. Это намного дорого стоит. Это скромность и это величие. Спасибо. 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 Урматтуу достор, азыр ушул Баткен областынын Кызыл Бел автожол көзөмөлдөп өткөрүү пунктунда Кыргыз-Тажик УКМКсынын башчысы жолукту. Ятимов жана Ташиев жолугуп ошол бүгүнкү күндөгү жумуштуу жолугушуу болду. Бүгүнкү күндөгү чек арадагы кырдаал боюнча сүйлөшүүлөр болду. Азыр ошол сүйлөшүүлөрдө эмне жөнүндө айтылды, өзүңүздөр күбө болуңуздар.